Сегодня Бог обращается к вам, передавая глубокое послание, и я превращаю вашу боль в силу, ваш страх в собранность, а ваши трудности в непоколебимую решимость. То, что враг задумал во вред, я предназначил для вашего высшего блага. Положитесь на меня, у меня есть необыкновенный план для вашей жизни. Более того, Бог подтверждает, что на горизонте вас ожидают удивительные перемены. В ближайшем будущем вы будете рассказывать совсем другую историю, наполненную чудесами, которые нашли к вам дорогу. Ваша история успеха станет источником вдохновения, даря надежду бесчисленным людям, которые станут свидетелями вашей решительной победы над невзгодами. Если вы верите в Бога, ответьте «да». Бог обещает полное восстановление всего, что вы потеряли. Вы выздоровеете и станете еще сильнее. Впереди лучшие дни, и благословения готовы украсить вашу жизнь. Надвигающиеся события наполнят вас радостью и благодарностью, потому что Бог готовит нечто поистине невероятное. Перед тем, как направить вас в следующий сезон, Бог подготовит и оснастит вас. Он организует устранение препятствий, будь то люди, имущество или старые привычки. Важно понимать, что невозможно продвигаться вперед, не оставляя некоторые вещи позади. Не все может сопровождать вас в вашем путешествии. Используйте 2222 для подтверждения своего понимания. Противник не стал бы с вами спорить, если бы вы не были грозной силой. Противодействие возникает, когда вы стоите на пороге чего-то необычного. Вы готовы подняться на более высокий уровень и завоевать новую территорию для своей семьи. Вы стоите на пороге освоения земли обетованной, наблюдая невиданные доселе виды. Бог всегда вмешивается в нужный момент, спасая вас из сложных обстоятельств. Помните, что вы – Божье дитя, и вам не суждено нести бремя жизни в одиночку. Даже в самые мрачные моменты рассвет неизбежен. Бог, который скрупулезно считает волосы на вашей голове, ваш неизменный защитник. Если вы готовы сиять, проявите это. Это знак, о котором вы так долго молились. В вашей жизни все должно встать на свои места. Ваше здоровье, финансовое положение, отношения и семья находятся под Божьим присмотром, и в данный момент Он прокладывает для вас путь. На предстоящей неделе Бог даст вам свидетельство своей верности. Благодаря вашей непоколебимой вере и непреклонной преданности в вашу жизнь придут великие благословения. Ваша преданность, страсть и терпение находятся на пороге того, чтобы принести значительные плоды и внести ясность во все аспекты вашей жизни. Выражайте свою силу словами «Я силен». Божьи благословения для вас проявятся неожиданно. Молитесь о судьбоносном телефонном звонке, о возможности устроиться на работу, о поступлении в желаемый вуз, о долгожданном повышении по службе, о медицинском заключении, не содержащем неприятных новостей, о заключении важных контрактов, о случайной встрече с человеком вашей мечты. Во имя Иисуса мы утверждаем, что вы получите работу, поступите в выбранное вами учебное заведение, получите заслуженное повышение, будете радоваться чистому здоровью, увидите, как реализуются контракты, освободитесь от гнетущих долгов и токсичных обстоятельств,
Бог проложит для вас путь, заявите об этом, усердно работайте над этим и молите Бога о благосклонности. Вас ждет светлое будущее, выразите свою веру словами 555. Бог прекрасно осведомлен о ваших прошлых трудностях и предвидит предстоящие испытания. Как Иисус утешал своих учеников, так и для вас Его послание, непоколебимый мир и упование на силу Святого Духа. В условиях царящей неопределенности, разочарования, растерянности, потерь и перемен помните, что Иисус близко знает вас, наблюдает за вашими обстоятельствами и глубоко любит вас. Не позволяйте своему сердцу смущаться, найдите утешение в теплых объятиях Божьего мира. Кроме того, Бог хочет, чтобы вы поняли, что, хотя в настоящее время другие могут не признавать вашу ценность, ваш вклад остается незамеченным, а заслуга – недостижимой. Наступит день, когда вас признают. Люди начнут различать вашу огромную ценность, признавать ваши уникальные дары и таланты, и вы будете заметно выделяться. Вы перейдете от незаметности к лидерству и благосклонности. Подтвердите это с помощью 666, если это находит у вас отклик. Сегодня Бог говорит вам: боль, сердечная боль, вопросы и бессонные ночи подходят к концу. Я собираюсь открыть окна небес и излить все, чего вы ждали и о чем молились. Благословение любви, здоровья и процветания придут к вам. Активируйте поток неограниченного богатства, счастья, удовольствия, свободы и уверенности в себе, внеся одно маленькое изменение в свой утренний распорядок дня. Хотите ли вы этого? Подписывайтесь на наш канал, если вы любите Бога. Не волнуйтесь. Однажды некоторые из тех людей, которые отвергают вас, не отдают вам должное, пытаются заставить вас чувствовать себя меньше, чем вы, захотят получить то, что у вас есть. Бог готовит перед вами стол в присутствии ваших врагов. Наберите 777, чтобы получить его. Напоминание по вторникам. Бог готовится удивить вас чудесным ливнем благословений. Сохраняйте связь с Его присутствием и повинуйтесь Его Слову. Перестаньте сомневаться и позволять страху властвовать над вашей жизнью. Я заявляю, что сегодня вы получите ответы на свои молитвы. У Бога есть для вас пакет стимулирующих мер. Если вы поставите Бога на первое место, Он поставит на первое место вас. Это будет стоить вам всего, чтобы делать то, к чему призвал вас Бог. Если вы можете нести тяжесть своего креста, то Он понесет тяжесть вашего венца. Доверьтесь Ему в своей судьбе. У Него есть для вас нечто божественное, что превосходит все ваши представления и мысли. Напечатайте: «Я принимаю свою силу, чтобы подтвердить это». Никогда не недооценивайте способность, господа, вот так просто перевернуть ваш сценарий. Бог может открыть дверь, изменить сердце, восстановить что-то или передать благословение немедленно. Я заявляю, что вы увидите, как Бог совершает чудеса для вас и вашей семьи до конца этого месяца, во имя Иисуса. Аминь. Бог закроет дверь для некоторых вещей в вашей жизни, чтобы вы не могли к ним вернуться. Благодарите Бога за закрытые двери. Подобно детям Израиля, Он закроет Красное море,
чтобы вы не смогли вернуться в рабство. Он защищает вас, поэтому благодарите Бога за друзей, которые отвергли вас, за людей, которые сказали «нет», за людей, которые ушли от вас. Если бы вы застряли там, вы бы упустили свою судьбу. Каждый раз, когда Бог закрывает дверь, это означает, что у Него есть для вас что-то лучшее. Напечатайте: «Я развиваюсь, чтобы подтвердить это». Ангелы говорят вам, что сегодня вы вступаете в период великого расширения и празднования. Это время, когда жизнь наконец-то отдает вам свои силы. Разве вы не ждали достаточно долго? Поймите, что когда жизненные приливы и отливы отворачивают вас, это не просто случайность или происшествие. Это результат ваших неустанных усилий и преданности своим мечтам и целям. Готовьтесь к более легким и лучшим временам, они уже на пороге. Мы хотим сказать вам следующее: расслабьтесь и планируйте хорошие времена. Скоро у вас появится повод для радости. Я объявляю, что наступило время новых возможностей и новых начинаний. Ноябрь и декабрь будут периодом великого перехода, внутренней трансформации, духовных прорывов, исцеления, любви, благословений, новых идей, нового видения, закрытия болезненных глав и открытия новых дверей. Заявите об этом и примите это с верой. Напечатайте 1010, если вы уверовали в Иисуса. Господь, я не знаю, для кого это, но Бог благословит вас большим, чем вы просили. Если это для тебя, напечатай и крикни: «Это для меня». Сегодня в шепоте Божественного услышьте это глубокое послание. Ваше путешествие через боль, сердечные страдания, бесконечные вопросы и бессонные ночи подходит к концу. Небеса готовы распахнуться, и все, о чем вы так искренне молились, все, что вы терпеливо ждали, чтобы принять, вот-вот обрушится на вас, подобно симфонии благословений. Любовь, лучезарное здоровье и безграничное процветание уже на горизонте, и они направляются к вам. Представьте себе, что всего одно едва заметное изменение утреннего распорядка дня открывает в вашей жизни каскад бесконечного богатства, радости, восторга, свободы и непоколебимой уверенности. Готовы ли вы к этому? Ключ к разгадке этого изобилия находится всего в одном щелчке мыши. Перейдите по ссылке в комментариях ниже, чтобы открыть для себя тщательно охраняемые секреты привлечения потока богатства в свою жизнь. А если ваше сердце созвучно Божьей любви, не стесняйтесь подписываться на наш канал. Пусть ваши заботы растают, как утренняя роса. Ибо однажды те, кто отвергал вас, кто не признавал вас, кто стремился уменьшить ваш свет, обнаружат, что жаждут самой сути того, чем вы обладаете. В грандиозном гобелене вашего существования Бог тщательно накрывает стол процветания прямо на ваших глазах, среди тех, кто когда-то был вашим противником. Наберите 444 и станьте свидетелем того, как это чудо разворачивается в вашей жизни. В этот вторник пусть эти слова станут для вас путеводными звездами. Бог готов поразить вас обильным ливнем благословений. Придерживайтесь Его присутствия, и пусть Его слова будут вашим компасом. Изгоните сомнения и освободите поводья из цепкой хватки страха, ибо сегодня ваши молитвы найдут свой ответ.
Бог, благосклонный кормилец, приготовил для вас пакет стимулов. Если вы решитесь поставить его во главу угла своего пути, Он, не задумываясь, возвысит вас до самого главного. Поймите, что следование Божественному зову может потребовать от вас всего, но, неся тяжесть своего креста, будьте уверены, Он понесет тяжесть вашего венца. Доверьте Ему свою судьбу, ибо Он соткал гобелен божественной судьбы, превосходящий ваши самые смелые мечты. Запустите его в жизнь, напечатав: «Я принимаю свою силу». Никогда не недооценивайте преобразующую силу Всемогущего. В мгновение ока Бог может распахнуть двери возможностей, исправить разбитое сердце, восстановить утраченное или одарить вас немыслимыми благословениями. Сегодня я заявляю, что до конца этого месяца вы станете свидетелем чудесного не только для себя, но и для своей семьи. Во имя Иисуса пусть ваша вера загорится, как маяк надежды, и скажите «Аминь». Бог в своей бесконечной мудрости иногда решительно закрывает дверь в некоторые главы нашей жизни, не позволяя нам вернуться в прошлое. Эти закрытые двери являются божественной защитой. Подобно тому, как Красное море расступилось перед израильтянами, Он организует эти закрытия, чтобы вывести нас из рабства. Так что благодарите Бога за друзей, которые ушли, за возможности, которые ускользнули от вас, за пути, которые привели вас в другое место. Если бы вы задержались, то пропустили бы грандиозный гобелен своей судьбы. С каждой закрытой дверью Бог впускает нечто более совершенное. Провозгласите свою эволюцию, напечатав: «Я эволюционирую». Сегодня ангелы объявляют вам сезон великолепного расширения и ликования. Это время, когда жизнь отвечает взаимностью на вашу непоколебимую решимость и непоколебимую приверженность вашим мечтам и устремлениям. Не слишком ли долго ты ждала, моя дорогая душа? Когда жизнь плавно поворачивается в вашу пользу, знайте, что это не простое совпадение. Это проявление вашей непоколебимой преданности и неустанного стремления к своей мечте. Приготовьтесь к дням легкости и изобилия, они, несомненно, уже на подходе. Вот наше послание к вам: расслабьтесь, стройте планы празднования, потому что скоро у вас будут все основания для радости. Я объявляю, что сейчас у вас сезон новых возможностей и новых начинаний. Приготовьтесь, ведь ноябрь и декабрь ознаменуют собой период глубоких перемен, внутренних метаморфоз, духовных прорывов, исцеления, любви, благословений, свежих озарений, новых видений, закрытия болезненных страниц и открытия новых дверей. Примите эти благословения с непоколебимой верой. Напечатайте 1010, если ваша вера покоится на Иисусе. Дорогой Господь, я могу не знать тех, кто читает это, но я твердо верю, что Ты собираешься даровать им больше, чем они осмеливаются просить. Если это послание находит в вас отклик, напечатайте и провозгласите: «Я верю». Бог говорит вам сегодня днем: «Мне нужно, чтобы вы обратили пристальное внимание на то, что происходит вокруг вас сейчас». Враг использует людей, которых вы знаете, чтобы выдвигать против вас мелкие обвинения и мелкие нападки. Цель этих нападок – отвлечь вас и заставить потерять внимание к тому, что действительно важно для Царства Божьего.
Оставьте мелочность, возвысьтесь над ней, молитесь за этих людей и оставайтесь на пути Царства. Я знаю, так ли это. Да пробудится в вас божественная сила благодарного сердца. Пусть вы узнаете, что в хвале есть победа, а в благодарении – прорыв. Когда вы топаете ногами, поднимаете руки и поете песню хвалы, враг убегает, закрывает уши, и его планы сводятся к нулю. Когда Бог на вашей стороне, у вас есть все необходимое для победы в битвах и роста в любви. Пойте песню хвалы сегодня, даже если вы ждете своего прорыва. Благословенного вам дня! Бог говорит вам сегодня: боль, сердечная боль, вопросы и бессонные ночи подходят к концу. Я собираюсь открыть небесные окна и излить все, чего вы ждали и о чем молились. Благословение любви, здоровье и процветание придут к вам. Напечатайте «Я оптимист», если вы готовы. Бог говорит вам сегодня: «Я держу вас на ладони. Я вижу, что происходит. Я завел тебя так далеко не для того, чтобы оставить. Я собираюсь сделать нечто необычное, нечто большее, чем вы могли себе представить. Если вы хотите привлекать огромные деньги без усилий, начиная с сегодняшнего дня, подписывайтесь на наш канал, если вы верите в Бога. Врагов, которых вы видели в прошлом, вы больше не увидите. Зависимости и вредные привычки, удерживающие вас, будут разрушены. Божья благосклонность высвобождается по-новому. Она будет двигать вас вперед. То, на что у вас должно было уйти 40 лет, Бог сделает за долю секунды. Напечатайте «Я осознаю», чтобы подтвердить это. Бог говорит, что нельзя позволять тому, что сделали с тобой другие, управлять тем, как ты относишься к окружающим. Не у всех есть плохие намерения по отношению к вам. Не все хотят опустить вас. Говорите со мной больше, и я помогу вам различать хорошее и плохое в вашей жизни. Я люблю тебя. Не смейте сдаваться. Дьявол не смог победить вас в прошлом году и не сможет победить в этом. Вы уже одержали победу. Бог готовит вас к большим вещам, большим возможностям, большему здоровью, большим финансам, большим благословением. Напечатайте «Я суверен», чтобы заявить о себе. Не сдавайтесь. В мягких сумерках этого дня услышьте продолжение Божьего голоса, в котором звучит неизменная любовь и наставление. Бог шепчет: «На закате этого дня я умоляю вас оставаться бдительными, потому что окружающий мир – это сцена, на которой противник часто использует знакомые лица для мелких обвинений и незначительных нападок на ваш дух. Поймите, что эти нападки, рожденные из мелочей, всего лишь дымовая завеса, призванная отвлечь ваш взгляд от глубокого призвания Царства Божьего. Столкнувшись с мелочностью, отбросьте ее, как лист на ветру. Поднимитесь над этими мелочами, вознесите молитвы за тех, кто приступает вас, и продолжайте неуклонно следовать по пути Царства. Будьте уверены, я зорко слежу за вами. Пусть ваше сердце пробудится к божественной силе, заключенной в благодарности. Знайте, что в хвале – победа, а в благодарности – прорыв. Представьте себе, когда вы топаете ногами,
воздевайте руки, и из вашего сердца звучит песня хвалы. Враг бежит, заткнув уши, и его злобные планы рассыпаются в прах. С Богом, как с неизменным союзником, вы обладаете всем необходимым арсеналом, чтобы одерживать победы в сражениях и взращивать любовь в своей душе. Пойте хвалу сегодня, ожидая рассвета своего прорыва. Да будет благословен ваш день. Сегодня голос Божественного звучит с уверенностью. Мучения, душевная боль, постоянные вопросы и бессонные ночи скоро найдут свой конец. Я готов открыть небесные окна и осыпать вас теми самыми желаниями и молитвами, которые занимали ваши мысли. Благословения, исполненные любви, крепкого здоровья и изобильного процветания, направляются к вам. Если вы готовы принять это изобилие, подтвердите свой оптимизм. Голос Бога звучит с непоколебимой уверенностью. Знай, что ты находишься в нежных объятиях моей ладони. Я воспринимаю все, что происходит вокруг вас. Будьте уверены, я привел вас к этому моменту не для того, чтобы оставить вас сейчас. Я готов устроить нечто удивительное, грандиозное, превосходящее ваши самые смелые фантазии. Если вы хотите без особых усилий привлечь в свою жизнь безграничное богатство, подпишитесь на наш канал как выражение своей веры в Бога. Противники вашего прошлого уйдут в небытие, цепи зависимости и пагубных привычек разрушатся. Божья благосклонность обрушится на вас совершенно новым потоком, двигая вас к предначертанной судьбе. То, для достижения чего могло потребоваться 4 десятилетия, произойдет в одно мгновение. Подтвердите свою осознанность, напечатав «Я есть осознанность». Бог произносит эти слова с мягкой мудростью. Вы не должны позволять действиям других людей диктовать ваши отношения к тем, кто живет среди вас. Поймите, что не все питают к вам злые намерения, не все стремятся затянуть вас в пропасть. Общайтесь со мной дальше, и мы вместе разберемся в хитросплетениях добра и зла, переплетающихся в вашей жизни. Знай, дорогая душа, я глубоко дорожу тобой. Сохраняй непоколебимую решимость, ибо противник, который не смог победить тебя в прошлом году, не найдет победы и в этом. Победа – ваш постоянный спутник. Всевышний готовит вас к более грандиозным свершениям, более высоким возможностям, глубокому благополучию, растущим финансам и еще невообразимым благословениям. Провозгласите свой суверенитет, напечатав «Я суверенен». В этот момент я умоляю вас, не поддавайтесь отчаянию. Ваш путь еще далеко не закончен. Итак, моя дорогая душа, завершая день, неси с собой мудрость и благодать этих слов. С верой двигайтесь вперед, ибо вас ведет и защищает Божественное, чья любовь не знает границ. Когда ночная тишина окутывает нас, как уютный плащ, давайте глубже вникнем в глубокое послание, которое Божественное начало передает нам в этот священный час. В тихих объятиях ночи голос Бога шепчет: когда мир вокруг вас погружается в тень, я призываю вас быть всегда бдительными. Ведь в театре жизни противник часто использует знакомых людей, используя их лица для мелких обвинений и мелких нападок на вашу душу. Эти нападки, хотя и рождаются из незначительности, служат дымовой завесой,
искусно созданный для того, чтобы отвлечь ваш взгляд от глубокого призвания Царства Божьего. Перед лицом такой мелочности я умоляю вас отпустить ее, как отпускают хрупкий листок на волю ветра. Поднимитесь над этими несущественными отвлечениями, вознесите искренние молитвы за тех, кто, осознанно или неосознанно, приступает вас, и неуклонно держите курс на путь Царства. Будьте уверены, я неусыпно слежу за вами. Пусть в вашем сердце пробудится дремлющая сила благодарности. Поймите, что в хвале кроется истинная победа, а в благодарности сеются семена глубоких прорывов. Представьте себе, когда вы топаете ногами, поднимаете руки и поете хвалебную песнь, враг отшатывается, закрывая уши, и его коварные планы рассыпаются в прах. С Богом, как с неизменным союзником, вы обладаете всем необходимым арсеналом, чтобы одержать победу в сражениях и взрастить пламя любви в своей душе. Пойте хвалу сегодня, ожидая рассвета своей победы. Пусть ночь одарит вас своими благословениями. Сегодня голос Божественного звучит с непоколебимой уверенностью. Суматоха, душевная боль, непрекращающиеся вопросы, которые тревожили ваши ночи, находятся на пороге исчезновения в безвестности. Я готов открыть небесные окна и осыпать вас желаниями и молитвами, которые давно занимают ваши мысли. Благословения, пропитанные любовью, крепким здоровьем и щедрым процветанием, направляются к вам. Если вы готовы принять это изобилие, пусть ваш оптимизм сияет. Голос Бога звучит с непоколебимой уверенностью. Знайте, что вы надежно покоитесь в нежных объятиях моей руки. Я вижу все, что происходит вокруг тебя. Будьте уверены, я вел вас к этому моменту не для того, чтобы оставить вас сейчас. Я готов организовать нечто исключительное, грандиозное, превосходящее даже ваши самые смелые мечты. Если вы хотите без особых усилий привлечь в свою жизнь безграничное богатство, подписка на наш канал станет подтверждением вашей веры в Бога. Противники вашего прошлого канут в аналы забытой истории, а оковы зависимости и пагубных привычек разрушатся. Божья благосклонность прольется на вас совершенно по-новому, подталкивая к предначертанной судьбе. То, на что могло уйти 4 десятилетия, свершится в одно мгновение. Подтвердите свою осознанность, напечатав «Я есть осознанность». Мудрость Божья предлагает такие слова: вы не должны позволять действиям других людей диктовать ваши отношения к тем, кто живет среди вас. Поймите, что не все вынашивают злые намерения по отношению к вам, не все стремятся увлечь вас в бездну. Общайтесь со мной и дальше, и вместе мы разберемся в запутанном гобелене, сотканном из нитей добра и зла, который окутывает вашу жизнь. Знай, дорогая душа, я глубоко уважаю тебя. Сохраняйте непоколебимую решимость, ибо противник, который не смог победить вас в прошлом году, не найдет победы и в этом. Победа – ваш постоянный спутник. Всевышний готовит вам грандиозные цели, возвышенные возможности, глубокое благополучие, растущие финансы и немыслимые благословения. Провозгласите свой суверенитет, напечатав «Я суверенен». В этот момент я умоляю вас, не поддавайтесь отчаянию. Ваше путешествие еще далеко от завершения.
Когда ночь окутает вас своими нежными объятиями, несите с собой мудрость и благодать этих слов. С верой и надеждой идите вперед, ибо вас ведет и оберегает Божественное, чья любовь не знает границ. Я знаю, что вы подвергаетесь атакам в области финансов, здоровья и взаимоотношений. Это лишь признак того, что вы близки к прорыву. Враг объявил войну вам и вашей семье, но я объявил мир, победу, исцеление и благословение над вашей жизнью, и мое слово окончательно. Так что вставайте и начинайте свой день. Ободритесь, потому что благословение, о котором вы молились, уже у вашего порога. Просто откройте дверь. Бог еще не закончил с вами. Ваши последние дни будут лучше первых. То, где вы сейчас находитесь, это только начало. Бог собирается запустить вас в следующее измерение. Не позволяйте нынешним обстоятельствам обескуражить вас, потому что то, с чего вы начали, не будет тем, чем вы закончите. Величие, которое вы пережили на этом уровне, это лишь небольшой проблеск грядущего величия. Приготовьтесь к последним дням. Продолжайте двигаться вперед, дальше будет только лучше. Наберите «да», чтобы заявить об этом. Не обманывайтесь этой долиной. Она неудобна, но это стартовая площадка в судьбе. Это ступенька. Бог поднимает вас вверх. Ваша история еще далека от завершения. Лучшая часть вашей жизни еще не началась. Вас ждет нечто прекрасное. Вы собираетесь прожить самые плодотворные главы своей жизни. Бог вот-вот явится для вас. Вы преодолеете то, с чем долго боролись. Ваш разум и сердце скоро снова обретут покой. Сейчас с вас снимается груз. Молитесь и доверяйте Божьим срокам. Бог проложит для вас путь. Все будет хорошо. Напечатайте «Я готов» для подтверждения. Не давите на себя слишком сильно. Вы прекрасно справляетесь. Ваши достижения – это молчаливые войны, которые вы преодолели, внутренняя борьба, о которой никто не знает, ваши ежедневные усилия по преодолению старых убеждений и шаблонов, превращении триггеров в исцеление. Не проецируя, вы прошли долгий путь. Наберитесь терпения, чтобы перейти на следующий уровень. Вы скоро достигнете его, но не путем принуждения, а путем течения и сосредоточения на том, что вы любите делать каждый день. Если вы этого хотите, то это должно быть вашим. Держите это в своем сердце и верьте, что Вселенная скоро воплотит это в реальность. Это послание приходит к вам сегодня по более важной причине и с определенной целью. Это просто напоминание от ваших ангелов-хранителей и духовных наставников. Они хотят напомнить вам, что с чем бы вы ни столкнулись, они будут оставаться рядом с вами. Вам не придется справляться со всем этим в одиночку, вы не одни. Они будут поддерживать, ободрять, направлять и вдохновлять вас на каждом шагу. Верите вы в это или нет, но они шли вместе с вами, молча держали вас за руку на протяжении всего этого времени, клали свои руки вам на плечи, мягко направляя вас вперед. Вы пройдете через этот период своей жизни,
и выйдете из него лучше и сильнее, чем когда-либо прежде. Напечатайте: «Я утверждаю это», если вы получили такое заявление. Сегодня не просто очередной день, это совершенно новый день. Сегодня возможны прорывы и новые начинания. Если вы считаете, что сегодняшний день такой же, как и все остальные, вы неосознанно ограничиваете свои возможности. Напомните себе, что каждый день вашей жизни таит в себе потенциал для чудес. То, что вы решите сделать сегодня или не делать больше, несомненно, изменит вашу жизнь к лучшему. Это действительно изменит жизнь к лучшему. В любой момент могут произойти те судьбоносные события и искры вдохновения, которые вы так долго искали, и все это может привести вас к совершенно новой жизни. Зная это, посмотрите на сегодняшний день с более высокой точки зрения. Напечатайте: «Я люблю Тебя, Господи», чтобы подтвердить это. Бог говорит вам сегодня: у вас все получится. Ситуация меняется, дьявол теряет свою хватку. Сейчас не время сдаваться. Мир нуждается в том даре, который я вложил в вас. У вас есть работа, которую нужно сделать, у вас есть жизни, на которые нужно повлиять. Вы важны. Вставайте и идите, вы на правильном пути. Не позволяйте своему эго вставать на пути, доверяйте своей интуиции и внутреннему знанию. Вы перестраиваетесь на реальность самореализации, удовлетворения и вознаграждения. Все, что не соответствовало реальности, убирается с вашего пути. Нарисуйте видение новой реальности, оставаясь при этом в своей нынешней реальности. Будьте бесстрашны, встречаясь лицом к лицу со своими страхами, ограниченными убеждениями, обязательными условиями и сознательно вырываясь из них. Примите перемены. Напечатайте «да», если вы это чувствуете. Активируйте поток неограниченного богатства, счастья, удовольствия, свободы и уверенности в себе, внеся одно маленькое изменение в свой утренний распорядок дня. Хотите ли вы этого? Перейдите по ссылке в комментариях ниже, чтобы узнать секреты привлечения изобилия богатства. Подписывайтесь на наш канал, если вы любите Бога. Сейчас вы познакомитесь с совершенно новой реальностью. Сейчас вы входите в пространство, где существует ваше лучшее «Я». В этом пространстве живет та версия вас, которая проявит все ваши мечты. Позвольте своему духу прильнуть к тому сдвигу, который, несомненно, происходит. Сосредоточьтесь на том, чтобы распространить свой свет вокруг себя, и тогда дорогу, которую вы ищете, будет легче увидеть. Пришло ваше время сиять, не сдерживайте себя. Вы прошли через самые тяжелые испытания, трудности, неудачи, с которыми только можно столкнуться. Однако вы не позволили этому определить вас или победить. Несмотря ни на что, вы продолжали смело двигаться к своему миру, цели, благословениям и радости. Это послание призвано заверить вас в том, что очень скоро все изменится к лучшему. Вы подниметесь на новый уровень во всех сферах своей жизни. Та ситуация, с которой вы сейчас имеете дело, дает вам возможность отступить назад и совершить прыжок к тому, что будет дальше.
Вы собираетесь сделать трамплин к своим благословениям. Время поверить в себя, утвердиться. Вы собираетесь получить самое неожиданное благословение в своей жизни. Вы встретитесь с той причиной, которая заставила вашу душу набраться терпения, смирения и веры. Вы собираетесь испытать редкое, ни с чем не сравнимое волшебство чуда. Просто наблюдайте. Однажды, очень скоро, ничто не будет таким, как прежде. Ваш путь изменится к лучшему. Подготовьте свой дух, готовясь погрузиться в глубины метаморфической главы. Ваш недавний рост вот-вот окупится самым глубоким и приятным образом. Следите за новостями. Наберите 2121, если вы верите в Иисуса. Ваши ангелы хотят, чтобы вы знали, когда вы чувствуете себя потерянным, встревоженным или подавленным, не теряйте надежды. Вы – маяк любви и света, и вы здесь не просто так. У вас есть цель, и если вы будете искать ее в себе, то найдете божественную мудрость, которая поможет вам пройти через невзгоды и штормы, пока вы снова не найдете свой якорь и свою силу. Найдите то, что делает вас счастливым, что вдохновляет вас, что заставляет вас чувствовать себя живым. Небесный Отец, сегодня я не буду бороться с низкой самооценкой и плохим представлением о себе. Сегодня я буду идти уверенно, зная, что Ты благословил меня удивительным потенциалом. Сегодня я буду напоминать себе, что каждая родинка, каждая веснушка и каждая прядь волос были размещены и пронумерованы Тобой не просто так. Я сотворена со страхом и удивлением. Я прекрасна, потому что меня сформировали Твои руки. В Твоем слове сказано, что Ты знал меня еще в чреве матери, и что Ты выделил меня. Я благодарю Тебя, Отец, за то, что Ты сделал меня исключительным. Во имя Иисуса я говорю «да». Каждый день может быть хорошим днем. Небесный Отец, сегодня я возьму в плен все мысли. Когда мой разум будет обдумывать поведение, идущее вразрез с Твоей волей, я буду молиться о силе. Вместо того, чтобы тянуться к греху, я буду тянуться к Твоему Слову. Ты знаешь, что я слаб, но Твоя сила совершенствуется в моей слабости. Отец, дай мне силы применить эту дисциплину в моей жизни, чтобы мой внутренний человек управлял внешним, а не наоборот. Бог привлек вас и выбрал не потому, что вы были большим и важным. Дело в том, что в вас почти ничего не было. Он сделал это из чистой любви, исполняя обещание, данное вашим предкам. Бог вмешался и силой вывел вас из того мира рабства, освободил от железной хватки фараона, царя Египта. Знайте, Бог, ваш Бог, это действительно Бог, Бог, на которого можно положиться. Он хранит свой завет верной любви с теми, кто любит Его и соблюдает Его заповеди на 1000 поколений. Но Он также воздает ненавидящим Его, воздает им смертью за смерть. Он не медлит расплачиваться с ними, с теми, кто ненавидит Его, Он расплачивается вовремя. Я мягок с собой, чтобы утверждать. Подписывайтесь на наш канал, если вы верите в Бога. Когда Господь выигрывает битвы через вас и в вас, научитесь распознавать новую тактику врага.
Когда враг знает, что может искусить вас злом, он использует добро. Следите за этим. Когда вы измотаны битвой и нуждаетесь в ободрении, дьявол может явиться в виде доброты незнакомца. Будьте внимательны. Разберитесь, от Бога это или нет. Помните, что враг коварен и изворотлив, он не смотрит вам в лицо. Спросите Бога, от кого этот человек, от него или от врага. Вы зашли слишком далеко, чтобы обманываться сейчас. Нам безопаснее оставаться в дискомфорте испытания, чем связываться с утешением от врага. Напечатайте «Я в изобилии», чтобы заявить о себе. Позаботьтесь о себе. Напечатайте «Да», если вы готовы, и поделитесь этим видео с 5 людьми, которые доверяют Богу. Напишите «Иисус, Господь», чтобы поддержать наш канал. Пожалуйста, подпишитесь на наш канал и включите уведомления о звонке. Спросите себя, приближает ли то, что вы делаете сегодня, к тому, где вы хотите быть завтра.